Улица Джафира Сейдамета в ялтинском поселке Ай-Василь выглядит как после апокалипсиса. Груды мусора, поваленные заборы, утопленные автомобили. После сильных ливней, прошедших здесь несколько дней назад, с гор устремились потоки воды, которые буквально сносили все на своем пути. И вода не останавливается уже 4-й день. Пострадали все дворы на этой улице. Bizim özemiz bu taraftan önce bu taraftan da azbarımızdan da geçti. Bir vaxtlarda babalarımız derdi bu taraflarda evler yapılmaz dedi. Bu yerleri derdiler buşma derdiler de bunda her vaxt tütünlük var idi. Son kaçan verdiler bu evleri topraklara verdi evleri yaptık da ama 100 yılda bir kere bu da başımıza çıktı. Ne yapayım? Allah acıdı bizi. Zarar azbar kordu, ev kormayınca şükür Allah'a yetiştik, temizledik bir şey. Temizleyek işte, temizleyeceğimiz işte. Bunun gece kondu temizleyek. Все за сколько? За 10 минут, да, за все сделалось? Ну или 10 минут было вот так времени, когда вот это вот шла волна вон оттуда вот. У нас ворота вот так были, она снесло просто здесь. Мы даже вот это закрывали, не успели закрыть, как камни, видите? Даже еще какие были. Никогда речка не выходила. И никогда вот этого не было. Yıllardır temizlenmiyor bu ozenler. Derekler olsun, ağaçlar, çopluk hepsi o yıllarla beraber temizlenmeden sonra bir boyuk su gelgen sonra bakın bunlara. В данный момент уровень метра 3, наверное, выше стал, чем было. Здесь дорога намного ниже. До окна я не доставал, когда на дороге я стоял. То есть настолько низко. Машину со двора унесло. Вон она касается, такая стоит. Со стороны речки нанесло очень много мусора, там деревьев, веток. Разрушено все, абсолютно все. Все, что было во дворе, все унесло. У дома уже стены рассыпаются. В доме отовсюду идет вода. Мы пытаемся вот раз в час, в два все заново убирать, чтобы сильно не поднималось, потому что стены опять же разбухают, все разбухает. Где-то часов 7 полилось заново, и полилось очень сильно. Я пыталась все это остановить. Пострадал сад, в подвале у меня там воды где-то по колено. Вышедшая из берегов река затопила более 10 домов. В некоторых из них до сих пор по колено воды. Ничего спасти не было, только документы и кое-какие, уже когда я лазила сюда, кое-какие пришлось, вещи. А так все осталось здесь. Вот уровень воды, чтобы вы поняли. Это уже стало, а было вот. Все здесь повыплавало. 3 комнаты полностью. Холодильник упал. Мгновенно, каждые 20-15 минут шел сильный поток. Я успевала отсюда выскочить и выбежать. Когда с гор понеслись потоки воды, люди в спешке покинули свои дома, не сумев ничего спасти. Оценить настоящие масштабы бедствия в ялтинском поселке Ай-Василь можно хотя бы по вот этому дому. Его засыпало практически доверху. Вот это верхушка крыши. До потопа здесь был небольшой домик, сад и даже бассейн. Некоторые остались без крыши над головой. В доме семьи Драгановых снесло одну стену, камнями засыпало весь дом. Теперь женщины не знают, как восстанавливать свое жилище. Мы не знали, что делать, куда, в какие эти. Дети все дети вот по 15 лет в воде до пояс. Мы с 7 до 2 часов в воде сидели. Думали спасти технику, очень много техники уплыло. Ничего мы не спасли, Вообще ни телевизоры, просто все выплывало. Без ничего осталось. Мы остались. Просто без ничего. Некоторые вещи успели на чердак занести и все. Путь стоку воды частично преграждают старые троллейбусы, находящегося ниже троллейбусного парка. Сотрудники МЧС расчистили русло реки, чтобы вода не затапливала дома, но ситуация в поселке все еще остается сложной.